Вот так выглядит лесная часть Беличьего парка. Все усеяно поваленными стволами и ветками. Местами непроходимый бурелом. К примеру, это дерево явно рухнуло не вчера, а вот уже следы свежего падения. И так по всей лесополосе. Людмила переехала в столицу Коми больше 3 лет назад. Сегодня по этим дорожкам прогуливается с внуком. Пока малыш спит, женщина бы и рада любоваться зелеными видами, но... Парк ближе к нашему запущенному, загрязненному лесу, нежели к парку. Хорошо, что он естественной структуры, то есть вот этот естественный ельник с примесью сосны, с подлеском из рябины. Это все очень хорошо для воздуха. Но, конечно, хочется, чтобы вот глаз-то радовался и другим моментам. Глаз не радуют и эти лужи. Вода разлилась сразу в нескольких местах парка. После того, как сыктывкарцы высказали свои опасения по состоянию территории в соцсетях, мэрия подготовила официальную позицию по этому вопросу. В администрации пояснили, подтопления были и раньше, и появление прогулочных дорожек и площадок точно никак не повлияло на естественный дренаж. В лесной части парка вода всегда довольно медленно уходила. Для полного высыхания нужна более длительная, теплая, сухая по продолжительности погода, которая установится летом. Важно понимать, лесная часть парка является естественным уголком, дренаж на котором сделать невозможно. Деревья там живут в естественной среде. Дать полную гарантию от подобных случаев, конечно, невозможно. Сыктывкарцы с этой позицией и не спорят. Этому лесному массиву почти полвека. Растительность стареет, корневая система разрушается, и при сильном ветре деревья просто падают. Но раз уж лесной массив назвали Беличьим парком, значит и внимание со стороны коммунальщиков должно быть совсем другим. Сухостой, его бы убрать. Потому что ветра здесь частые. Димитрово вообще славится то, что ветрено очень. Я бы убрала сухостой, на самом деле, потому что они очень шатко-валко все. Лес, конечно, естественный, но раз это парк, все-таки лучше убрать. Надеюсь, это не так уж будет сложно. Подогнать несколько людей, народ, технику и все. Можно все это сделать хорошо. По информации Сыктывкарской мэрии, в рамках контракта с подрядчиком предусмотрена уборка деревьев, которые могут представлять опасность. Ревизию уже провели, работы планируют начать на днях. Виктория Палкина, Вадим Каблов, телеканал Юрган.